Талантливые артисты, восхищенные зрители, отличное настроение. Концерт в ДК Инарки проходит на веселой ноте. Для многих зрителей он, к тому же, стал бесплатным. Ежегодно государство пополняет баланс всех карт на 5000 рублей. Тратить их можно только на культурный досуг, обналичить нельзя. В регионе пушкинскими картами уже пользуются более 17 тысяч человек. Пропуск в мир культуры — так называют пушкинскую карту, которая дает возможность бесплатно посещать концерты, фестивали, выставки, ходить в театры и музеи по всей стране. Получить ее можно на портале госуслуг или в приложении госуслуги.культура. У кого трудности с получением виртуальной карты, может оформить и взять ее в отделении Почта-банка. В числе зрителей сегодня в основном учащиеся 12-й школы Инарки. Концерт им понравился. Очень рада, что есть возможность увидеть своих любимых артистов Раваева и многие-многие другие. Очень рада, что есть возможность даже бесплатно путешествовать по Пушкинской карте. В рамках реализации нацпроекта «Пушкинская карта» выражена забота нашего президента о культурном развитии молодежи. Дети немногословные, но эмоции можно прочитать по глазам. Пушкинская карта для них стала настоящим подарком. Отныне не нужно просить денег у родителей, чтобы сходить в кино, театр, концерт или на любое другое культурное мероприятие. Мы знаем, что из одной семьи отправить одного ребенка – это одно, а когда ты 2-3 ребенка за плату отправляешь, это, конечно, уже накладно. Поэтому в этом плане эта программа и эта пушкинская карта, которая дает возможность посещения культурных мероприятий, она очень удобна. Число обладателей карт в Ингушетии с каждым днем растет. В прошлом году региональное министерство культуры организовало в республике более 150 различных мероприятий, которые успели посетить более 12 тысяч человек. Пушкинская карта, можно сказать, это уникальная программа, которая была инициирована президентом нашей страны, и она реализуется с 2021 года по стране. У нас активно, вот можно сказать, в полном таком масштабе она начала реализовываться в прошлом году, с апреля месяца, поскольку до этого были, как вы знаете, ограничения у нас на проведение массовых мероприятий. И вот с этого периода все учреждения концертные, театральные, культурно-досуговые, кинотеатры, кинозалы, подключенные к этой программе, занимаются проведением мероприятий для школьников и молодежи с 14 до 22 лет. Работу в этом направлении планируют продолжить и дальше. Пушкинская карта позволяет ребятам окунуться в культуру и просвещаться прекрасным. Все это стало возможным благодаря реализации национального проекта «Культура». Зелимхан Калоев, Рахман Цуров, Юсуп Ханиев. Новости 24.